Семыч не пора ли нам свистеть? Так, друзья, всем привет! Сегодня с Семычем вышли погулять по лесу, пострелять рябчиков, может и другое что-нибудь. На улице холодно, 5 утра, как говорится. Ну, уже 5:30 где-то. Уже солнце поднимается полностью. На улице очень холодно. На градусник показывает -7. Не знаю, что посмотрим, что там есть, плюс нет. По планах пройти сегодня очень много мест надо. И смотрели по навигатору. Километров, наверное, придется 7, наверное, пройти. Вот так. Если что, что-то найдем, буду показывать. Все, оставайтесь с нами. Что, взял? Красавчик, ча. Там с правой стороны еще одна подошла, короче. И че? Живой еще? Красавчик. А их, короче, двое еще было. Еще где-то вот здесь, двое. Еще двое здесь. Посидим, подождем. Подождем, да. Ну-ка, показывай. Красавчик. Чернобородый, да? Живой какой еще такой. Ходит. Ага. Ну, красавчик вообще. Ой, он сейчас улетит у тебя еще. Ну, пропеллер включился. Все, отходит. Отошел. Ну, красава. Давай еще дудеть, короче, туда нечего. Вдвоем здесь она. Один там и остался. Один вон там она, Федор, я знаю. На дороге, да. Да, да. Этот оттуда пришел. Все, с полем тебя. Не зря сидели, да? Нормально. Че, друзья, шли мы по лесу, и в итоге, короче, вышли вот на такую вырубку. Тут только что свалили лес, вон еще харвестер ходит и ездит, шум. Мы думаем, возле дороги, что ли, вышли? Вот такая. Бля, леса вообще не осталось. Где ходить, хрен я знаю. Где, Сема, ходить-то? Где ходить, вообще ничего не осталось. Домой, блин, да. Да. Ну что, друзья, Сема еще одного взял. Посидели, еще два подлетели, но видно не сидят, а просто ходят. И не видно их было. Мы думали, не будем задерживаться, пойдем дальше. И вот такие дела. Вон харвестер валит лес. Грым-грам, только шум стоит. Обалдеть. Елкой? Ой, конечно, ельник долбит, да. Поняли, да? Вот так он это все делает. Дела просто. Обалдеть. Вот так работает.
Леса вот столько выложил уже, капец. Вообще леса не осталось. Где ходить, где рябчика стрелять, вообще непонятно. Тут, конечно, ни дичи, ничего нету. А после... О, Сёма, с чем добываешь? Огонь-то. Вот такой. Спам тоже лежит. Поняли, да? Чем добывают огонь? Никаких спичек не надо. О, замерзли. Капитально. Первый раз сжигаю в лесу эту хуйню. Да? У меня, кстати, есть она тоже, только в рыболовной снастях. У меня уже лет 5 вода. А большую не делай, что, грейся и все. А еще дрова. Черкаш такой тебе, конечно, интересный. Ох, и тепло как пошло. Ой, тепло. Ну вот получается, друзья, вот такая история. Шли по лесу, а по факту набрели На лесорубов. на лесорубов, да. Был хороший лес, и ничего там не осталось. Уже все свалили. Да, они, конечно, сами в шоке, когда нас увидели. Что мы вылезли с этих дебрей. О, смотри. Вот рябчика. Че, но мы попытаемся сейчас дальше идти. Пойдем в ту сторону, пару километров. И что, и обратно пойдем? Еще можно вообще круг сделать большой, там еще километров 5 будет. Но это не точно. Но это не наверняка, да. Да, замерзли, в лесу вообще зуба. Рябчик что-то неохотно и свистит. Вот попали только на одну партию, получается. Они бегают сильнее, да? Бегали же, да? Угу. Сильнее бегали, не видно. Мы как бы в засидке сидели, ждали. Одна вот прямо к Сёме подлетела. Я на другую сторону смотрел, а Сёма прямо смотрел на нее и шлепнул. Подлетало 2. Одну я пробубенил. Но она прям за спиной села у меня. В прошлый раз сюда же ходили. Мы до Сёмы только сюда, до этой делянки только дошли. Здесь сосна есть. На сосне тогда тетерев. Песни пел такие, будь здоров, да? Думали, что рядом. А дошли, когда до него, оказывается, 3,5 километра. Да. Лес хороший. Вот так. Все, будем дальше идти. Сейчас попьем чай. Погреемся. Сёма замерз, говорит, сильно. Я-то сегодня в своей старой бушлате еще, который еще на старой рыбалке ходил, он все прожег я уже с этими рыбаками. Вот такие дела. Жалко, конечно, что лес валят там. Свисти. Вот здесь тишина. Как в кинофильме, только мертвые с косами стоят. Тишина. Друзья, наткнулись на такую избу. Это, конечно, так интересно сделано. Со всеми бытовыми, со своими нуждами. Покрышка, смотрите какая.
Не будем заходить туда. Ну нафиг. Быт такой, конечно, у них хороший. Поставлено. Вот так. Такая изба. На перекрестке каких-то дорог. Видно, давно стоит уже. Мхом заросла полностью. Вот такая избушечка. Вот, парни, вот такая изба получается. Кто-то тут активно охотится, наверное. Вот такая избища. Такая нора охотника называется. Все, идемте дальше. Рассол тут в море. Видно, стоянка тут нехилая была. Все. Избушка пока. Идем дальше. Тёма тут пищит пищалкой своей. О, красавчик. Такой горячий. Чернобородый. Да, чернобородый. Нифига, смотри, какой красавчик. Да, такой горячий. О, видите, парни. Рябчик такой красивый. О, Тут еще два свистят. Но да, не еще подходят. два свистя. Вот такой красавчик. Папка Мишка поймал сегодня. Как говорится, с поля меня. Замерзли только. Капитально. О, дубак на улице. А уже предохранитель сюда поставил. Вот еще. Что, взял? Красавчик, чё? Там с правой стороны еще одна подошла, короче. Ну что, друзья, все, будем заканчивать нашу сегодняшнюю охоту. Получается, походили, побродили. Наткнулись даже на избу такую интересную. Это еще сам первый раз. И надеюсь, уже последний раз здесь. Потому что рябцов я бы не сказал, что тут довольно много. Пищат они, свистят, поют и не очень так охотно, можно сказать. И вообще, с утречка еще 5:30 они еще как-то еще хорошо отзывались на свистки на манке. А уже ближе 8:30, сейчас уже время 8:30. Вообще тишина такая, только одни гуси летят. Вот гуси, да, летят такими гигантскими партиями. Ну, зима уже на севере. Куда? Если в Вологде вчера снег выпал, куда там уже? У нас сейчас скоро тоже подзамерзнет. Все, давайте, оставайтесь с нами. Ждем первый лед и пойдем на окуня и на щуку. Все, всем пока.